Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан побывал с рабочей поездкой в Коми. Он проверил реализацию национальных проектов на территории региона и выполнение поручений Владимира Путина. Ознакомился с ходом строительства социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры. Вот как визит полпреда сегодня прокомментировал глава Коми Владимир Уйба. Бурры, дорогие жители республики, сегодня в Сыктывкар с рабочим визитом приезжал полномочный представитель президента России по Северо-Западному федеральному округу Александр Владимирович Гуцан. С утра мы съездили в поселок Верхняя Максаковка. Как вы знаете, в микрорайоне Шордар-2 активно ведется индивидуальное жилищное строительство. Участки выделены многодетным семьям и другим льготным категориям граждан. Обсудили на месте аспекты, которые не первый год волнуют новоселов и тех, кто еще возводит собственный домашний очаг. Это обустройство внутри микрорайонных улиц, проездов, а также уличное освещение. Задача, которая поставлена муниципалитету, ускорить создание достойной инфраструктуры, чтобы родителям с детьми в Шордаре было комфортно и безопасно. Затем съездили в село Выльгард Сыктывдинского района. Осмотрели построенный детский сад на 270 мест. Акт ввода в эксплуатацию получен 31 марта этого года. Однако, поскольку стройка была завершена минувшей осенью, благоустройство прилегающей территории перенесено на теплое время года. Эти работы будут завершены не позднее июня месяца, после чего дети смогут посещать новый детский сад. По возвращению в Сыктывкар с Александром Владимировичем побывали в парке имени Кирова. Там ведется обустройство скейт-площадки. Ее особенно ждет наша молодежь. К сожалению, объект построен с отступлением от проекта и поэтому небезопасен. Подрядчику дан срок до конца мая этого года исправить недостатки, после чего состоится повторная приемка. Рисковать здоровьем детей мы точно не вправе. Во второй половине дня полномочный представитель президента провел несколько совещаний. На одном из них вместе с членами правительства, министрами и руководителями органов местного самоуправления обсудили реализацию национальных проектов. Во главе угла увеличение числа мест в дошкольных учреждениях для детей до 1,5 лет, строительство спортивных объектов, а также зданий для здравоохранения. Мы заверили Александра Владимировича, что до конца этого года сельские поселения обретут 19 новых ФАПов. Параллельно занимаемся кадровым вопросом, чтобы к моменту открытия пунктов оказывать медицинскую помощь жителям уже был готов и медицинский персонал. Меры поддержки для привлечения кадров расширяем. У дипломированных специалистов должны быть стимулы к работе на селе. Уважаемые жители республики, желаю вам хороших, спокойных выходных. Став Бурса.